региональный вокальный конкурс «Тюркю Далгасы», который состоялся в сентябре месяце в селе Бешалма, конечно же, продолжает радовать нас результатами, которые юные вокалисты показали на данном конкурсе. И этим добрым утром вместе с нами призер номинации «Самое оригинальное и колоритное исполнение песни на гагаузском языке» в конкурсе «Тюркю Далгасы» Экибин Ермедёрт – это Гульнара Батыралиева, юная исполнительница. И, конечно же, ее команду дополняет мама Наталья. И вместе с нами, конечно же, гагаузский артист, известный Валентин Орманшит. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Наши гости приехали из города Чедерлунга. Всегда рады жителям из любых населенных пунктов нашей автономии. Ну что, какая осень она в Чедерлунге? Какое утро чедерлунгское? Утро прекрасное, у природы нет плохой погоды, поэтому мы очень рады, что вы нас пригласили. И ответим на ваши вопросы с удовольствием. Ну, а мы сейчас постараемся раскрыть юный талант, да? Гульнара, ну что, готовы? Да. Вас объявили в конкурсе как юную исполнительницу, которой 10 лет. Вы любите петь, танцевать, заниматься гимнастикой, играете на фортепиано. И еще о других увлечениях вы нам сейчас расскажете в программе, да? Да. Если вообще в целом рассказать о себе немножечко и познакомить себя с нашим телезрителем. Меня зовут Гульнара Батыралиева, мне 10 лет. Я люблю увлекаться фортепиано, петь, танцевать, заниматься гимнастикой. Также я хожу на курсы китайского языка. Мне помогает заслуженный артист Гагаузии Валентин Орманшит, и также я люблю сочинять мелодии на фортепиано. Даже так? Да. А сколько вам лет было, когда занялись вообще вокалом? Ну, я начала петь где-то 6 лет. И В этом помогает? начала потом выступать первый раз на сцене, где-то уже с 7 лет. Чудесненько. А первые шаги в творческом пути девочки, наверное, вы увидели, Наталья, да, как родители? Да, как мама, я сама певица, пою с малого возраста. И я очень рада, что мой талант передался моему ребенку. Буквально еще в садиковском возрасте был у них выпускной вечер в садике, и танец, японский танец они танцевали. В итоге все дети испугались сцены, и только Гуля продолжала танцевать. Также я в садике она ходила на курсы фортепиано. Мы находились в Турции еще тогда. И когда мы уже приехали на постоянное жительство в Чедерлунгу, Гуля сразу же, слава богу, что у нас есть возможность в культурном центре Чедерлунга заниматься и вокалом, и гимнастикой. И в музыкальную школу она посещает уроки фортепиано. То есть родители поддерживают, направляют? Да, и родители, и бабушки, и дедушки. Мы очень рады. Мы всегда поддержим своих деток. Поддержка родителей очень важна. Да. Валентин, вы не зря в нашей студии. Я думаю, что многие телезрители уже догадались, что, как и ранее, работали с юными талантами Гагаузии, вы поддерживаете Гульнару. Да. Первые шаги в вокале, выходе на сцену. Ваша работа, так? Понимаем. Как создался вот этот союз и ваши первые шаги в обучении, не знаю, сценическому, наверное, образу и вокальным, наверное, вокальным данным тоже, наверное, вы обучаете? Да, я тоже работаю в Едином культурном центре в муниципе Чедерлунга. Гульнара ходит туда на вокальный кружок. И я первый раз ее услышал там, увидел, что у девочки есть потенциал. Вот, и мы несколько песен вместе поработали. Мои авторские песни. Одной песни, как она и говорила, она заняла гран-при. А в недавнем конкурсе «Тюркю Далгасы», как и ранее говорилось, она
получила специальный приз Примари за самое колоритное и оригинальное исполнение песни на гагаузском языке. Это тоже моя авторская песня, которую мы в этом году записали с Людмилой Тукан. Это дуэт. Как называется? Гагаузерим. И я очень рад, что эта песня, она находит и своих слушателей, и занимает почетные места, потому что также эту песню в свой репертуар взяла Ангелина Узун из села Гайдар, которая заняла гран-при в Кишиневе в Бельцах, и первое место этой же песни в Греции. Вот для меня очень важно, что мои композиции живут, и что их исполняют такие талантливые дети, у которых есть высокий потенциал. С Ангелиной Узун мы работаем над 2 авторскими песнями. Скоро будем с Гульнарой работать. И я хочу, чтобы Гагаузия гордилась нашими талантами, что у нас действительно очень много талантливых детей, о которых должны узнать все. И очень важно поддерживать их, помогать их творческому развитию именно с юных лет. Да. А с Гульнару как вообще заметили, что привлекло? Ну, во-первых, у Гульнары много харизмы есть. Она очень способная и быстренько все усваивает. И с ней очень легко работать. Вот. Поэтому я стараюсь, для меня очень важна в исполнении дикция, чтобы каждое слово было внятно, спето, потому что в гагаузском языке есть такие слова, если окончание не выговариваешь, меняется смысл. Дети должны правильно выговаривать все, потому что если ты работаешь на широкую аудиторию, все должно быть на высоком уровне. Вы сказали, что вашу песню на гагаузском языке Гульнара исполнила в конкурсе. Конкурс проходил 2 этапа. На первом этапе надо было исполнить песню на каком-то другом языке, да? Да. Вы какую песню исполнили? Я исполнила песню на русском языке красками разными. Эту композицию кто выбирал? Мне сама Ангелина Узун из села Гайдар предложила мне эту песню петь. Я хочу сказать, что мы очень сдружились и с Ангелиной, и Ульяной, и с их мамой Татьяной. Большое им спасибо за поддержку. И Татьяна тоже, она преподает вокал в Доме культуры Гайдары. Гулю тоже занималась ее вокалом, готовила ее. И вообще у них замечательная семья. Спасибо им большое за поддержку. Ну что, перенесемся в конкурс на сцену и послушаем в вашем исполнении отрывочек песни на русском языке. Красками разными, белыми, красными, небо рассвечу я. О-о-о, волнами синими, сквозь над вершинами, ветер учит меня. О-о-о. Только ты метнет повстречаешь, никогда меня не поймаешь. Стало так легко, улетаю я так далеко, просто далеко. Но во что с тобой я играю, я не до конца понимаю. Это нелегко, улетаю я так далеко, просто далеко. Красками разными, белыми, красными, небо рассвечу я. О-о-о, волнами синими, сквозь над вершинами, ветер учит меня. О-о-о, красками разными, белыми, красными, небо рассвечу я. О-о-о, волнами синими, сквозь над вершинами, ветер учит меня. Вот она, юная артистка. Когда просматривали номер, я увидела, что вначале был микрофон выключен. Гульнара, вы не растерялись? Естественно. Это что, уже небольшой опыт на сцене?
Ну да, я вообще всегда знала, что когда я даже ошиблась или отключили микрофон, я должна все равно петь. Это я показываю свою артистичность. Умничка. Валентин, вы Уверенность что в себе. скажете Да, на это, это? кстати, вот я был тоже на этом конкурсе, и действительно это похвально, потому что очень многие дети теряются, забывают слова, или просто начинают плакать и убегают за кулисы. А Гульнара молодец, это показывает о том, что она работает над собой, и это рост. С каждым конкурсом надо показывать свой рост, потому что топтаться на месте – это не для нас. Мы должны только вперед идти, побеждать. Юная артистка, так держать. Технические проблемки, они могут быть на сцене, да, но очень важно артисту не растеряться. Наталья, если хотелось бы узнать, почему решили принять участие в этом конкурсе и были ли уверены в том, что ребенок эти 2 тура выдержит? Я сама с детства принимаю участие в различных конкурсах, и поэтому моя дочка тоже идет по моим стопам. И я считаю, что для роста, для развития творческого пути ребенка необходимо участвовать в различных конкурсах, чтобы расти. Поэтому, как только мы услышали про этот конкурс, сразу возникла идея поехать, попробовать свои силы. Большое спасибо, что Валентин Арманжи, мой друг, заслуженный артист Гагаузии, нам очень сильно помог и за 2 дня подготовил ребенка на высоком уровне, и мы показали достойный результат. Ну, 2 дня – это очень маленький срок. Да, Вот ну вот я о успели. чем говорил, что она очень быстро все улавливает. Ну, память феноменальная. Да, память, и она прислушивается к мнению. То есть я приучаю ей, чтобы у нее дисциплина была, потому что это очень важно. Если у нее будет дисциплина в этом, то и в других сферах тоже у нее будет дисциплина, и будет всегда все делать на ура. Гульнара, а вас что мотивировало принять участие? Что больше привлекло? Само участие, увидеть других конкурсантов, либо выйти показать свои вокальные данные? Меня мотивировало играть на фортепиано, петь, сочинять стихи, музыку, также играть, сочинять на фортепиано. Я хочу продолжать в том же духе. Развивать свой талант. Да. Да. 2 песни подготовить к конкурсу – это много? Вам тяжело пришлось? Какую подготовку вели? Самое тяжелое это было исполнение красками разными, потому что там было много движений, там, вот. Да, и за короткий срок это все надо было показать красиво. Вот не с Валентином успели. Это Да, за 2 дня буквально. Работать над дикцией. Да. И гагаузскую песню, конечно же, Валентин лично с ней работал. И Татьяна Узун тоже работала над дикцией, над вокалом. Большое спасибо нашим наставникам. Я очень рада, что у нас есть такие наставники. Поэтому нашим детям надо только развиваться, учиться и прославлять Гагаузию. Только так. Вы, как никто, наверное, Валентин, знаете, как важно на сцене и двигаться, и исполнять. Я знаю, что движения немножечко мешают дыханию в исполнении, да? Так ли, Гульнара? Да, естественно. Но это все надо сочетать, чтобы не упустить внимание публики. Да. Правильно? Тяжело Да. было? Очень было тяжело, но чтобы показать свою артистичность, нужно продолжать в том же духе. Потому что реально очень сложно и петь, и танцевать. Это не все могут. Поэтому я пытаюсь ей привить это с этого возраста, чтобы дальше она уже будет более профессионально себя и вести на сцене, и двигаться. Поэтому очень важно в правильных местах брать дыхание, вот, чтобы дотянуть ноты. Вот, и все надо контролировать. И пение, и движение, и дыхание, чтобы все это со стороны, чтобы это профессионально все было. Поэтому она молодец, она справляется, много еще надо работать. Мы будем работать, будем усовершенствоваться.
Какую роль в развитии юного вокалиста играет обучение вокалу? Выступление на сценах, выступление в конкурсах – это все-таки соревнования. Да. Вообще конкурс это или просто какой-то концерт, всегда надо серьезно к этому подходить, надо работать, отчеканить все, потому что сейчас зритель у нас более такой продвинутый, поэтому они чувствуют, когда человек работает или халатно относится к этому. Гульнара молодец, она показывает результаты, и у нее есть желание работать, двигаться вперед, расти, поэтому я ей желаю только удачи, и все, что от меня зависит, я всегда готов поддержать, помочь. Вы, Наталья, как помогаете с волнением справиться своему ребенку перед выходом на сцену? Я стараюсь всегда быть рядом, за кулисами. Каждое ее выступление я стараюсь максимально быть с ней рядом, поддерживать ее, внушать, что все будет хорошо, мама с тобой. Ну, ей, наверное, так это помогает, наверное, ей становится легче. И самое интересное, что, выходя на сцену, она все делает максимально идеально, то есть она концентрируется и выдает наилучший результат. Меня это очень радует. Так ли? Да. Мама всегда рядом? Стараюсь. Конечно. Это вам помогает на сцене справиться с волнением? Да, очень даже и помогает, потому что мама – это самое главное. Когда мама со мной рядом перед выступлением, я себя чувствую хорошо и не волнуюсь. Ищете маму в зале? Глаза мамы? Или нет? Да, я пытаюсь искать, но Но мама за находится, кулисами обычно. Ожидания от этого конкурса, Гульнара? Что ожидали, когда решили принять участие? Я ожидала в этом конкурсе то, что я займу хорошие места. Ну, то, что я думала, что я выиграю, но все-таки да, я выиграла. Так, какой приз получили? Я получила приз в конкурсе «Тюркю Долгасы», специальный приз Примари за колоритное и оригинальное исполнение на гагаузском языке. Гагауз Ерим, автор Валентин Арманджи. Я хочу ему сказать большое спасибо за то, что он меня очень хорошо подготовил к этому конкурсу. И также хочу снова поблагодарить Татьяну Узун, преподаватель вокала в селе Гайдары, за то, что она тоже приняла участие к подготовке к этому конкурсу. Ну что, учителя принимают признательность вокалистки, ну а мы сейчас обязательно посмотрим песню в вашем исполнении на гагаузском языке.
Ну что, послушали песню на гагаузском языке. Гюльнара, вы говорите на русском. Песню исполнили на гагаузском. Тяжело изучать песни на гагаузском языке? Если честно, изучать песни на гагаузском языке это очень сложно, потому что нужно переговаривать каждое слово, чтобы люди поняли, в чем смысл песни. На гагаузском языке, если песня, я ей стараюсь переводить, а Валентин уже работает над дикцией, чтобы красиво смотрелось. Да, когда со смысл сцены. песни исполнитель знает, он пропускает через себя, и тогда и подача правильной песни. Это обязательно. И восприятие другое. Хотелось поблагодарить опять-таки Татьяну Узун, она помогла с костюмом гагаузским. Опять поддержка. Опять у нас поддержка, поэтому у нас и дружба получилась. Да, с я хочу Гайдарами. сказать, вот, что действительно и Гуля говорит, что самое главное, что именно тебя отметили, что самое оригинальное и колоритное исполнение на гагаузском языке, потому что было очень много участников и была взрослая категория, но отметили именно Гулю, это очень похвально. И я считаю, что это для нее стимул дальше работать, удивлять. Вот, поэтому удачи ей. Оригинальность в чем, как вы считаете? Ну, оригинальность то, что Подача. да, подача песни, как она держится на сцене, сама песня очень колоритная. Вот я хочу поблагодарить аранжировщика Василия Драгана из села Кирсово. Он делал аранжировку, слова, музыку я написал. Эта песня вообще дуэтная. В этом году мы с Людмилой Тукан, заслуженной артисткой Гагаузии, мы записали эту песню. Людмила ее презентовала в Москве, в ресторане «Посейдон», где наши гагаузы все отдыхают. Ну, а я здесь ее презентовал. И с согласия Людмилы, девочки тоже, и Ангелина Узун, и Гульнара исполнили эти песни и заняли очень высокие места. Это радует, что песня нашла своего слушателя и что даже на международных конкурсах ее высоко оценили. Вообще я хочу отметить, вот, что песни Валентина Арманжи всегда занимают или гран-при, или первые места, или вот самую высокую номинацию. Это какое-то чудо. Это вот настолько энергетика мощная у человека, что ему надо заниматься с детьми и передавать свой опыт дальше. Мы будем только рады. Это для нас честь иметь такого наставника и друга. Спасибо. Валентин, как балансируете свободу у своей ученицы? Я всегда, когда занимаюсь, я всегда им говорю, что отпусти все ненужные мысли, сконцентрируйся на выступлении. Когда ты поешь, у тебя все должно быть под контролем. И движение, и дыхание, и дикция, и работа с залом, потому что особенно на конкурсах надо уделять и левому крылу зала, и правому, и жюри. Вот, потому что когда ребенок улыбается, то улыбка – это очень большой плюс. Вот, когда обаяние есть, ты охватываешь сразу и жюри, и зрителей. Вот, а если еще ты и оригинально все это исполняешь, конечно, ты запоминаешься и уже оценивают тебя иначе. Люди чувствуют, и они и по аплодисментам даже понимаешь саму энергетическую отдачу идет какая. Что ты отдал в зал, оно обратно тебе сторицей возвращается. Гюльнара, музыка какую роль играет в вашей жизни? Мою роль играет музыка, счастье, веселье, гордость, иногда может быть даже ностальгия. Музыка меня очень вдохновляет, смотря как по смыслу музыки. По настроению, да? По настроению, да. Фортепиано у вас дома есть? Да, естественно. Когда садитесь за фортепиано? После занятий музыкальной школы я через следующий день сажусь на фортепиано и начинаю играть то, что мне задали в музыкальной школе. Домашнее задание выполняете? Да, а по выходным я сочиняю свою музыку. И такое есть? Да, Да, очень даже неплохо. к сожалению, я не написала это по нотам, но когда я вырасту, я все ноты выучу и постараюсь это записать все в ноты. Но первые шаги для себя уже делаете, да?
Да, естественно. Только ли выполняете за фортепиано домашние задания? Или все-таки, когда настроения нет? Или когда устали, тоже садитесь? Как получается? Когда у меня нет настроения, я играю свою придуманную музыку. Ну, то, что у меня есть в голове, то я играю какие-то, смотря по аккордам. Когда мне грустно, я играю минорную музыку. Когда у меня есть отличное настроение, то я сажусь, выполняю домашние задания, либо сочиняю веселые песенки. Очень хорошая терапия. Да? Музыкотерапия, да. Лечит любое настроение. Мгм. Ранее на какие сцены еще выходили? На сцены я выходила в Гайдарах, в Капчике, в Камрате, в нашем Доме культуры. Фестивали различные, участие в фестивалях. Мама помогает? Да, в Кишиневе еще. Да. Спасибо нашему руководству Единого культурного центра. Мы имеем возможность и в Кишиневе, и по селам, по Гагаузии на фестивалях показать себя, свое умение, творчество. Спасибо, что есть такая возможность. Как сочетаете учебу ребенка и занятия вокалом, гимнастикой? Она ходит на кружки по своему желанию. Я ее никогда не заставляю насильно. Она прямо вот после школы сразу рвется. Я пойду сегодня на гимнастику, завтра у меня музыкальная школа, потом у меня занятия вокалом. Ребенок сам рвется на эти кружки, поэтому у нее все легко получается. И, наверное, не устает, потому что это не насильно, это по своему желанию. Ну и, наверное, самая большая мечта Гульнары какая? Моя мечта это выиграть кубок Гран-при в какой-либо стране. Да. И мечта стать известной артисткой, как Валентина Арманджи. Он строгий учитель? Он, конечно, строгий, но он со мной очень хорошо относится. Не ругает меня. Иногда делает строгие замечания, но он не строгий, можно сказать, вывод. Он добрый. Угу. Наталья, достижения ребенка, они изменились после того, как преподаватели стали работать с Конечно, девочкой? повысился уровень вокала. То есть идет развитие, и меня это очень радует. Поэтому я думаю, что Гуля на правильном пути. И дай Бог, чтобы Бог помог ей в творческом ее пути. Чтобы у нее все получилось. Хорошо, коль такая поддержка есть. Да, мы все ее очень поддерживаем, потому что очень команда. любим дочку. Да. наставник. Скоро будем работать над авторскими песнями и готовим Гульнару на съемки новогоднего огонька на ГРТ. Вот. Хотим, чтобы вся Гагаузия увидела ее первые шаги, а дальше будем работать, и чтобы она действительно, как она мечтает, стать известной артисткой. Вот, будем работать, чтобы это все осуществилось. Конечно, это очень много работы, она должна довериться своим преподавателям и работать, работать и работать. И все будет хорошо. Обязательно будет все хорошо. Ну, а я хочу напомнить нашим телезрителям, что вместе с нами была призер номинации «Самое оригинальное и колоритное исполнение песни на гагаузском языке» в конкурсе «Тюркю Далгасы». Это Гульнара Батралиева. Вместе с нами была мама Наталья и Валентин Арманджи, заслуженный артист Гагаузии. Гостей провожаем, а программа продолжается.